Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Завершено расследование дела об убийстве 5 человек в Булганяхтахе. Напомним, 25 мая 65-летний житель села устроил расправу над соседами-односельчанами. Жертвами стали 5 человек, в том числе ребенок. После расстрела мужчина покончил с собой. Первой жертвой стала соседка, которую он застрелил 2 выстрелами. Услышав выстрелы, к дому подбежали 10-летний сын погибшей и их 59-летний сосед, которые стали следующими жертвами стрелка и скончались на месте происшествия. В тот момент в доме находилась 14-летняя дочь погибшей женщины, которая, услышав выстрелы, спряталась под кроватью в своей комнате и стрелявший не увидел ее. Убедившись, что мужчина вышел из дома, девочка позвонила по мобильному телефону знакомым и сообщила о случившемся. После этого убийца вошел в дом других соседей, где застрелил 2 мужчин, потом вернулся домой и совершил самоубийство. Следователь установил, что примерно за полчаса до расправы 34-летняя погибшая записала на диктофон своего мобильного телефона разговор с соседом, в котором тот грозил ей и ее детям физической расправой за якобы разбросанный на его территории мусор. Женщина пригрозила жалобой к участковому уполномоченному, но не успела обратиться к сотруднику полиции. Мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на учете в медицинских учреждениях или правоохранительных органах он не состоял. Мужчина также законно прошел все этапы, необходимые для получения лицензии на оружие. Собранными по уголовному делу доказательствами его виновность в убийстве 5 человек доказана в полном объеме. На основании собранных документов расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Якутские полицейские выпустили ролик о том, как защитить велосипеды от кражи. Предлагаем его вашему вниманию. Входя в город с велосипедом, обязательно имейте приспособление для пристегивания своего байка. Для надежности оставляйте двухколесный транспорт возле мест, оснащенных с видеокамерами. Не храните велосипед в подъезде. Занесите для безопасности в квартиру. Обычно злоумышленники не связываются с меченными велосипедами, так как их легко опознать. Кроме того, у велосипеда имеется серийный номер, который записан в паспорте. Если же вы все-таки пострадали от действия преступников, обращайтесь в полицию по телефону 102. Якут занял 2-е место в рейтинге городов, жители которых все чаще становятся жертвами мошенников. Социологический опрос был проведен в этом году независимым агентством Zoom Market. Рейтинг возглавила Москва, на 3-м Екатеринбург. Также в список самых доверчивых городов вошли Санкт-Петербург, Пермь, Волгоград, Сочи, Брянск и Самара. Согласно полученным данным, более 24% россиян становились реальными или потенциальными жертвами мошенников, использующих цифровые технологии. Из них 37% россиян попадали через социальные сети, 26% через СМС и прочее телефонное мошенничество, 21% через доски бесплатных объявлений и 16% в онлайн-играх. Но не только жертвами мошенников становятся жители Якутии. Так, на днях 70-летняя пожилая женщина стала жертвой своей более молодой 62-летней подруги, также пенсионерки. Злоумышленница пришла в гости и, когда подруга вышла на минутку, начала обыскивать дом. Нашла в морозильнике 15 тысяч рублей и украла их. Преступление произошло во время чаепития. Деньги были потрачены на продукты питания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь злоумышленнице грозит 6 лет лишения свободы. 4 года условно. Штраф и лечение у врача-нарколога получил житель Якутии, который, поссорившись с женой, начал пальбу из ружья. Как сообщает Верховный суд Якутии, в сентябре прошлого года между супругами началась ссора. Мужчина побежал в сарай, достал ружье и 2 раза выстрелил в воздух. Приехавшие сотрудники полиции задержали его и стали искать патроны. Осмотр начали с сарая, однако вместо патронов нашли сушеную марихуану весом более 700 грамм. В суде мужчина не признал свою вину, полагая, что наркотики подкинуты ему неизвестными лицами, так как сарай не запирался на замок и находился в свободном доступе. За сутки в Якутии произошло 3 техногенных пожара. В 2:30 ночи загорелся 2-этажный жилой дом в поселке Усть-Мая. В результате пожара огнем повреждена туалетная комната на общей площади 6 квадратных метров.
Сам дом удалось спасти. Днем поступило сообщение о возгорании в 9-этажном жилом доме на улице Лужников в Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 4 минуты из окна одной из квартир шел дым. Огонь повредил бытовую технику и домашнее имущество на общей площади 2 квадратных метра. Причина – предположительно короткое замыкание оборудования. Вечером загорелся частный дом в поселке Южная Нюя Ленского района. В результате пожара огнем повреждена веранда и чердачное помещение на площади 24 квадратных метра. Сам дом удалось спасти. Причина – предположительно детская шалость. Самолет мексиканской авиакомпании Air Mexico разбился сразу после взлета из аэропорта города Дуранго в одноименном мексиканском штате. Как сообщают федеральные СМИ, на борту находился 101 человек, 97 пассажиров и 4 члена экипажа. По данным властей, пострадали десятки человек, но никто не погиб. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. 18 человек доставили в госпиталь. Самолет загорелся через 3-4 минуты после падения. По словам очевидцев, люди смогли самостоятельно выбраться из воздушного судна и отойти от него. По данным компании, которая управляет аэропортами, причиной аварии могли стать погодные условия. Когда возникла внештатная ситуация, экипаж попытался совершить экстренную посадку в 10 километрах от аэропорта вылета. Трое граждан Российской Федерации, предположительно журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Архан Джемаль, погибли в Центральноафриканской Республике при невыясненных обстоятельствах. По предварительным данным, они могли быть убиты в результате нападения с целью ограбления. В настоящий момент тела погибших доставлены в столицу республики Банги. Один из погибших, Джемаль, ранее был геологом, 3 года работал в должности начальника отряда и заместителя начальника партии в Якутии. Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства граждан. Связанное с запрещенным исламским государством агентство АМАК опубликовало видео, на котором группа молодых людей клянется в верности экстремистской группировке и ее лидеру Абу Бакру Аль-Багдади. Ранее исламисты взяли на себя ответственность за убийство иностранных туристов в Таджикистане. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Сергей Берец. Внимание, видео содержит шокирующие кадры. На видео, опубликованном во вторник, 5 мужчин, сидящих под черным флагом запрещенного исламского государства, приносят клятву лидеру экстремистской группировки. Некоторые из этих людей похожи на тех, чьи фото разместила на своем сайте МВД Таджикистана в качестве подозреваемых в нападении на западных туристов в воскресенье. Тогда погибли граждане Соединенных Штатов, Нидерландов и Швейцарии. Министр внутренних дел центральноазиатской страны Рамазан Рахимзада заявил в понедельник в Душанбе, что власти рассматривают все возможные версии происшествия, в том числе несчастный случай и убийство. Проведение оперативно-розыскных мероприятий на территории Кшлак Торбулок был установлен автомашина, который выехал на группа наших туристов. Преследование, значит, мы выявили группу людей, которые они убежали, значит, находились в побегушках. Принимали меры, один из них был задержан, один из них был ликвидирован, а трое побеги. Принимаются все меры для задержания, значит, этих остальных лиц. По версии следствия, на 4 иностранцев на велосипедах наехал автомобиль. Затем нападавшие добили туристов холодным оружием. Заявление исламистов противоречит утверждениям официальных лиц Таджикистана, которые полагают, что нападение осуществили члены запрещенной в стране партии Исламского Возрождения. На этом пока все. Берегите себя.